Малая родина, наверное, это то место, из которого в молодости хочется уехать, а в старости вернуться. Есть у каждого родина малая, место, где ты родился и рос. Там заря по-особому алая, и все трогает душу до слез. Немало заслуженных и уважаемых людей жили на территории нашего сельсовета и оставили заметный след в его истории. Много интересного можно рассказать о каждом из них. Хочу поведать о замечательном человеке, который живет среди нас. Это Рифат Рифович Утяшев, генеральный директор ООО «Нефтегаз». Он известен в Республике Башкортостан, его знают и уважают за добрые дела. В частности, сельчане. Утяшев Рифат родился в селе Кандры, в деревне Ермунчина. Первые 2 класса учился в селе Буздяк, а в 3 класс пошел в нашу Кандринскую школу номер 1. Здесь он увлекался спортом. Особенно ему нравилось заниматься футболом и хоккеем. Участвовал во всех соревнованиях в школе и районе. Имел 3-й разряд по лыжному спорту. После окончания Октябрьского нефтяного техникума служил в рядах советской армии. Трудовую деятельность он начал в 1983 году в должности оператора по добыче нефти и газа в городе Усинск. Окончил заочно Уфимский нефтяной институт. Далее шли 20 лет профессионального роста. Рифат Рифович работал на северных месторождениях мастером, технологом, начальником нефтепромысла, заместителем начальника Центральной инженерно-технологической службы НГДУ «Усинскнефть» ПО «Коминефть». В 1996 году Рифат Рифович перешел в первую коммерческую структуру нефтегазовой отрасли в Усинске – УПК «Недра», где работал главным технологом, а затем и главным инженером в производственном департаменте НК «Комитек». В 2000 году назначен заместителем начальника производственного отдела по добыче нефти ОАО «Коминефть». В сентябре 2002 года создал и возглавил группу компаний «Нефтегаз». Можно сказать, объехал всю страну. Навсегда на малую родину тянуло, делится Рифат Рифович. После переезда в Башкортостан принял решение оказывать поддержку талантливым детям, педагогам, молодежи села Кандры. Вот так возникли идеи создания проекта Малой Нобелевской премии, организации соревнований по футболу и нефтегаз классов, где обучаются старшеклассники специалистами из Уфимского нефтяного университета. Конечно, у Рифата Рифовича были единомышленники, друзья и земляки, которые всегда поддерживали его идеи. В 2013 году выпускники Кандринской школы номер 1 Рифат Рифович, директор группы компании «Нефтегаз», доктор технических наук Марат Султанов, доктор медицинских наук Василий Пушкарев, а также народный артист РФ Башкортостана, Татарстана Фидан Гафаров решили организовать и учредить премии для талантливых учащихся и их педагогов села Кандры. Проект получил название «Малая Нобелевская премия села Кандры». В последующие годы количество учредителей стало больше. Бахтитин Рамиль Назифович, ректор УГНТУ, Зарафуддинов Рустам Ришатович, генеральный директор телерадиокомпании Башкортостана, Вафин Риф Вакилович, генеральный директор ЗАО «Алоэ», Субханкулова Ирина Тагировна, заслуженный экономист Российской Федерации, Ахунов Рустам Ринатович, главный научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. С 1 сентября 2013 года в селе стартовал уникальный социальный проект «Малая Нобелевская премия», которая предназначена для общественной и финансовой поддержки учителей и детей общеобразовательных учреждений сельского поселения Кандринский сельсовет. Сумма премии 5000 рублей и учащимся, и педагогам. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, в 2020 году Малая Нобелевская премия вручалась 8-й раз. За время существования премии лауреатами стали более 90 учащихся школ и учреждений дополнительного образования села в возрасте от 7 до 18 лет. В 2019 году за поддержку одаренных детей и вклад в воспитание гармонично развитой личности подрастающего поколения наградили Утяшева Рифата Рифовича, директора ООО «Завод нефтегаз оборудование», организатора проекта и учредителя Малой Нобелевской премии села Кандры, почетной грамотой Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Беззаветное служение малой родине тех жителей села, о которых мы рассказали, является примером для сегодняшних кандринцев. Интересные люди живут и сейчас рядом с нами.
У каждого из них своя судьба, своя дорога, свое предназначение. Но жизнь показывает, что человек должен оставить след на земле. И это очень важно, когда тебя помнят, уважают, любят.